столичной поликлинике номер 3 с утра очень оживленно. В коридорах стоят люди в ожидании очереди на вакцинацию от коронавирусной инфекции. В большинстве своем это пенсионеры. Делать прививку или нет, сомнений не было, говорят они. В связи с тем, что по телевизору говорят чуть ли не ежесекундно: вакцинируйтесь, чтобы не заболеть, не заразить детей, других людей. Поэтому пришла. Заболеваний нету, но чтоб других не заразить и самой не заболеть. Нам всем надоело быть в масках, ну, правда? Устали мы все. Надо приостановить эту болезнь. Супруги Куницких давно хотели привиться и даже подумывали ради этого поехать в Сочи. Но когда в Сухуми открыли пункт вакцинации, они не могли упустить возможность сделать прививку. Вакцину делать не боимся. Мы вообще-то хотели ее, хорошо, что привезли в Абхазию. Хотели ехать в Сочи. Дети наши тоже даже привились в Сочи, потому что прежде всего ограничено общение. Вот наш сын, ему 35 лет, он сидел дома, у него детки, не общался ни с кем. Сейчас начинается, во-первых, курортный сезон. Боимся, чтобы не заразиться. Ну и ограничено, чтобы общения не было. Как-то мы считаем, что необходимо делать эту прививку и призываем всех. Перед тем, как привиться, люди проходят предварительный осмотр у врача. Им измеряют сатурацию и проводят термометрию. Затем люди пишут письменное согласие на вакцинацию. Привиться могут жители столицы с местной пропиской, которым уже исполнилось 18 лет и не имеют противопоказаний, среди которых острые инфекционные заболевания, обострение хронических болезней. Понаблюдать за ходом вакцинации приехал министр здравоохранения Эдуард Будба. Я главврач и терапевт этой поликлиники сама на сегодня провожу осмотр пациентов. Все данные фиксируются в этой анкете. Дальше предлагается пациенту памятка о том, что сегодня будет сделан первый компонент вакцины и второй компонент 7 июня. Спустя 21 день. На 21 Спасибо, день. да. Чтобы весь регламент действий был просто Вот измеряем сатурацию, правильно соблюден, да? Все необходимые и мероприятия. давление. Спасибо вам огромное, не болейте. Также министр осмотрел все кабинеты, пообщался с сотрудниками поликлиники. В интервью журналистам Эдуард Будба отметил, что вакцинация проходит в запланированном порядке. В первую очередь вакцинируют медицинских работников, уже затем работников социальной сферы и всех желающих. Посмотрели готовность, посмотрели, как люди работают, посмотрели, как условия хранения, логистики и так далее. Все эти параметры будут соблюдены, я вас очень уверяю. На всех этапах будет контроль, и контроль соблюдается, начиная от того, как хранится вакцина, дальше логистические перемещения вакцины и так далее и тому подобное. Все мероприятия по вакцинации, они проходят строго в соответствии с перечнем. Вакцину «Спутник Ви» привозят непосредственно перед введением в специальной холодильной камере и исключительно на определенное количество людей, которые предварительно записались на вакцинацию. В первый же день открытия пункта в столичной поликлинике номер 3 на прививку записаны 15 человек. Вакцина прошла испытания, она доказала свою эффективность и безопасность. В принципе, вся платформа этой вакцины взята с предыдущей вакцины. Речь идет о том, насколько она безопасна. Да? Этот вопрос, который волнует не только наше сообщество. Еще 5 лет тому назад институтом Гамалея была создана вакцина от вируса Эбола, которая также состоит из аденовирусов 26 и 5 типа. В случае создания вакцины от COVID-19 вся платформа была взята с предыдущей вакцины, которая уже 5 лет используется здравоохранением России, и не только России, в качестве вакцины от вируса Эбола. Ни одного серьезного зафиксированного случая, серьезных побочных действий против той вакцины зафиксировано не было. В связи с этим мы надеемся, что и вакцина от «Спутник», значит, гам-ковид, также не будет иметь серьезных побочных эффектов, помимо тех, которые зарегистрированы и обозначены в самой инструкции. В столице все желающие могут сделать вакцину от коронавируса в городских поликлиниках номер 1 и номер 3. Медицинские работники вакцинируются в городской клинической больнице и республиканской. Согласно правилам, вторую прививку делают на 21-й день после первой. Алика Трапшта, Еда Гухава, Абхазское телевидение.